Пригороды Якутска подключат к высокоскоростному интернету. Первыми доступ к оптоволокну получат уже в мае этого года жители села Марха, в том числе микрорайона Сатал. Предварительная стоимость проекта 69 миллионов рублей. Вопрос о подключении назрел давно. А пандемия коронавируса и переход на дистанционный режим показали, насколько проблема нуждается в быстром ее решении. Ульяна Шагина подробнее. Решением этого важного вопроса займется подрядная организация «Диапазон», соглашение о сотрудничестве с которой подписала окружная администрация столицы. Первая линия волоконно-оптической связи появится в микрорайоне Марха уже в мае этого года, а вместе с ней ждут расширения своих возможностей ученики и педагоги Мархинской школы. Как практика показала, когда мы начали обучаться на дистанционном обучении, у некоторых семей детей не было доступа к интернету. И вот мы очень обрадовались, когда в мае у нас будет доступ к высокоскоростному интернету, и все проблемы, которые сейчас выявились, решатся. По поручению исполняющего обязанности главы столицы Евгения Григорьева была разработана дорожная карта по развитию волоконной линии. Сейчас она находится на стадии утверждения. Согласно документу, развивать территорию будут как в северном, так и в южном направлении от Якутска. Работы в Мархе уже начались. Далее по северной стороне оптоволокно протянут через Капитоновку, Кангалас и Тулагина, включая район Белого озера и Хатынь-Юряхское шоссе. Это порядка 240 километров волн с охватом более 15 тысяч домохозяйств. При этом стоимость интернета обещают не завышать. Диапазон нацелен на то, чтобы цены были такие же, как в городе. Мы являемся городским округом города Якутска, и будет несправедливо, если мы будем в пригороде платить за высокоскоростной интернет больше. То есть цена будет зависеть от того, какой тариф будет? Да, от тарифного плана. Долгожданный интернет, да. В данное время у меня, например, дома нету интернета, будем ждать май месяц. У меня трое детей. Двое школьники, один младший. Ну вот во время дистанционки, допустим, как обучались, если у вас дома интернет нет? Ну, покупали интернет, сами и через телефон, через планшет уже заходили. В Сон-Сатал количество домохозяйств увеличивается в геометрической прогрессии. Только в зимнее время здесь проживает более 2000 человек. В основном все пользуются интернетом уходящей эпохи ADSL, скорость которой не достигает и 5 мегабит. С приходом новых информационных технологий эта цифра достигнет уже 100 мегабит в секунду. Это нынешнее время самое необходимое не только для работы, но и для учебы. Рядом нашим сотам тоже лежат 5 сотов, которые тоже освоили земли, но у них тоже пока оптоволокна нету. После Мархи и Сатала оптоволокно начнут прокладывать в сторону Хатас и села Пригородное. Это более 95 километров линии и порядка 3000 домов, в которых появится долгожданная связь с внешним миром. В целом строительство оптики в пригородных поселках столицы планируют завершить уже к 2022 году. Ульяна Шагина, Илья Сыромятников, Якутск, Марха.